Вячеслав Михайлович, уважаемые коллеги и участники пленума. На обсуждение пленума сегодня выносится проект постановления о некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд руководителей организации и членов коллегиального исполнительного органа организации. Проект подготовлен в соответствии с планом работы Верховного суда Российской Федерации на первое полугодие 2015 года. Проект разрабатывался совместно с судебной коллегией по гражданским делам и судебной коллегией по экономическим спорам. В связи с объединением судов и формированием единого Верховного суда Российской Федерации при наличии так называемой пересекающейся компетенции пограничной категории дел необходима выработка единых подходов при разрешении указанных споров. Анализ судебной практики по применению законодательства, регулирующего труд руководителей организации, членов коллегиального исполнительного органа организации, показал, что целый ряд вопросов судами решается по-разному. Отсутствие единообразной практики безусловно, негативно сказывается на обеспечении эффективной защиты прав и свобод граждан. В связи с подготовкой настоящего проекта рабочей группой была проделана значительная работа по изучению, анализу и обобщению практики рассмотрения судами дел, связанных с разрешением данной категории споров, а также выявлению возникших у судов вопросов и проблем в применении и толковании норм материального и процессуального права. Подготовленный текст проекта постановления Пленума направлялся для обсуждения суды субъектов Российской Федерации, научно-исследовательские организации, образовательные учреждения высшего профессионального образования. По ряду спорных вопросов применения норм трудового законодательства были сделаны запросы в Министерство труда и социальной защиты населения Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации и Минюст Российской Федерации. Получены соответствующие ответы. Проект постановления был обсужден в судебной коллегии по гражданским делам и экономическим спорам 20 апреля текущего года и 29 апреля 2015 года на научно-консультативном совете при Верховном суде Российской Федерации. В итоге это позволило рабочей группе выработать согласованные правовые позиции по спорным вопросам. Поступившие в ходе обсуждения на проект постановления замечания и предложения максимально учтены разработчиками, предлагаем вашему вниманию проекты постановления. Структура проекта постановления определена с учетом поступивших из судов вопросов и характера разрешаемых судами споров по данной категории дел. В первом и втором пунктах проекта раскрывается общее положение, регулирующее труд руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа. Указано на особую трудовую функцию руководителя организации. Обращено внимание на особенности труда руководителей в муниципальных образованиях. При этом отмечено, что руководство отдельными сферами деятельности организации, например, художественный руководитель театра, осуществляющий руководство творческой и художественной деятельности театра или отдельными структурными подразделениями организации, не относится к сфере действия главы 43 Трудового кодекса. В третьем пункте проекта разъясняется вопрос о подведомственности трудовых споров судам общей юрисдикции. При этом дается примерный перечень дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции. Обращено внимание на то, что споры, вытекающие из трудовых правоотношений в рамках федерального закона несостоятельности банкротства, рассматриваются арбитражными судами в деле о банкротстве. В четвертом пункте проекта содержится общее правило, оно было сформулировано ранее в постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 20 ноября 2003 года номер 17 о некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел по трудовым спорам с участием акционерных обществ, иных хозяйственных товариществ и обществ, о недопустимости принятия судом общей юрисдикции мер по обеспечению исков бывших руководителей организации, оспаривающих досрочное прекращение их полномочий. Речь идет о невозможности принятия судьей таких мер, как приостановление оспариваемых решений об освобождении истца от работы и требование не чинить препятствий истцу в выполнении прежних обязанностей. Такой подход обусловлен необходимостью не допустить необоснованного вторжения судов в работу организации, в результате чего парализуется их хозяйственная деятельность. На данное обстоятельство обращалось внимание Президиума Верховного суда Российской Федерации в постановлении 27 декабря 2002 года о рассмотрении судами Российской Федерации дел с участием акционерных обществ. Вместе с тем, обеспечительные меры могут быть приняты арбитражным судом при рассмотрении корпоративных споров в соответствии с нормами арбитражного процессуального законодательства. В пятом пункте проекта содержится разъяснение по вопросам материальной ответственности руководителя организации. При этом уточняется, что привлечение руководителя организации к материальной ответственности в размере прямого действительного ущерба, причиненного организации, осуществляется в соответствии с нормами трудового законодательства. В третьем абзаце пункта 5 проекта изложена правовая позиция об ответственности руководителя организации за причиненные убытки только в случаях, предусмотренных федеральными законами. Дается примерный перечень таких федеральных законов, а также указано, что дела рассматриваются как судами общей юрисдикции, так и арбитражными судами в соответствии с правилами о разграничении компетенции, установленных процессуальным законодательством. В шестом пункте проекта указано, что судам при рассмотрении споров об увольнении руководителя организации по пункту 2 статьи 278 Трудового кодекса, то есть с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом решения о прекращении трудового договора, следует выяснять полномочия органа, принявшего решение о досрочном прекращении полномочий руководителя. По общему правилу, правом расторжения прекращения трудового договора должен обладать тот орган, который вправе его назначить, утвердить, избрать и заключить с ним трудовой договор.
В 7 пункте проекта обращается внимание судов на необходимость при разрешении споров учитывать возможность увольнения руководителя уполномоченным лицом органом по пункту 2 статьи 278 Трудового кодекса в любое время, то есть независимо от того, на какой срок заключен трудовой договор с руководителем, и без указания мотивов принятого решения, что согласуется с правовой позицией Конституционного суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 15 марта 2005 года номер 3 о проверке конституционности положений пункта 2 статьи 278 и статьи 279 Трудового кодекса Российской Федерации. 8 пункт проекта отвечает на вопрос о судебной практике, является ли невыплата компенсации при прекращении трудового договора достаточным основанием для восстановления на работе уволенного руководителя. По мнению разработчиков проекта, данное нарушение требований трудового законодательства само по себе не может служить таким основанием. При этом судам дается разъяснение о правовых способах защиты нарушенного права уволенного руководителя. В 9 пункте проекта изложен правовой подход при разрешении споров при прекращении трудового договора, связанных со всеми видами выплат и иных компенсаций, предусмотренных трудовым договором, с руководителем организации и необходимости проверки судом соблюдения требований законодательства при включении в трудовой договор условий о таких выплатах. В проекте предлагается судам при разрешении таких споров исходить также из общеправового принципа недопустимости злоупотребления правом. В 10 пункте проекта дается разъяснение по разрешению споров относительно размера выплачиваемой руководителю компенсации, предусмотренной статьей 279 Трудового кодекса, при прекращении трудового договора по пункту 2 статьи 278, который определяется соглашением сторон трудовым договором, а в случае спора определяется судом. В проекте данного пункта предложены примерные критерии определения размера компенсации, например, длительность периода работы уволенного лица в качестве руководителя. В случае отсутствия в трудовом договоре условия об указанной выплате разъяснено с учетом норм статьи 279, что размер компенсации не может быть ниже трехкратного среднего месячного заработка руководителя. Вместе с тем обращено внимание судов на то, что в соответствии с Трудовым кодексом, статья 349 значком 3, размер указанной компенсации для руководителей госкорпораций, муниципальных учреждений и унитарных предприятий не может превышать трехкратного среднего месячного заработка руководителя. Таковы в кратком изложении основные положения предлагаемого проекта постановления Пленума. Полагаю, что участники Пленума выскажут свои суждения и предложения в отношении содержащихся в проекте разъяснений. Благодарю за внимание. Спасибо.